Всем мира, друзья! Сегодня поговорим о Второй Черемисской войне 1571-74 годов. Алга. После присоединения Казанского ханства и подавления восстания 1552-57 годов царская администрация до поры до времени старалась не вмешиваться в жизнь луговых марийцев. Там не было построено городов, и представители администрации появлялись лишь наездами. О слабости царской власти на луговой стороне свидетельствуют многочисленные факты вооруженных инцидентов. В 1560 году на луговой стороне произошло значительное восстание, к которому присоединились и татары. В Москве всерьез опасались нападений казанских людей на Казань. Для подавления восстания силами Казанского и Чебоксарского гарнизонов был организован поход 3 полков. Песцовая книга показаний 1565-68 годов сообщает о часто возникающих волнениях и регулярных нападениях луговых и кокшайских черемис на служилых татар и чуваш, вынужденных укрываться в Казани. Продолжались набеги марийских отрядов и на русские территории. Галицкий летописец сообщает о том, что в 1568 году приходила пешая черемиса. При отражении набега погиб воевода Чуридов. Немецкий опричник Генрих Штаден писал, что от луговой и нагорной черемисы частым ограблениям подвергались проплывавшие по Волге суда. Черемисские войны 70-х-90-х годов XVI века были вызваны целым комплексом причин. Поволжские народы стремились вернуть утраченную независимость и восстановить Казанское ханство. Но если в восстании 1552-57 годов эта задача была основной и определяла его освободительный характер, то в последующих выступлениях она постепенно вытесняется антифеодальной мотивацией. Учитывая сложную политическую обстановку в крае, правительство стремилось действовать взвешенно и гибко. В наказной памяти первому казанскому архиепископу Гурию от 1555 года рекомендовалось всякими способами, как возможно, архиепископу татар к себе приучать и приводить их полюбовно на крещение, а страхом их к крещению никак не приводить. Однако же угроза язычеству, также и исламу сохранялась, мечети разрушались, на их месте строились церкви, развернулась православная миссионерская деятельность. О религиозной политике мы говорили в выпуске номер 52 «Татар сквозь время». В то же время существенно возросли повинности. Особенно это сказывалось на горной стороне. В крае полным ходом шло строительство городов, к участию в котором привлекалось местное население. Необходимость оперативной связи, нужды обороны и экономики требовали содержания в надлежащем состоянии дорог и мостов. Объем перевозок значительно возрос, поэтому подводная и ямская повинности стали намного обременительнее, чем раньше. Оставаясь полуслужилым сословием, поволжские крестьяне вынуждены были нести на себе тяготы многочисленных войн, которые вела Россия. По царскому указу призывались летом на дальнюю службу с 3 дворов по человеку, а зимою с 2 дворов по человеку, а на тамошнюю, на ближнюю службу против нагай и против крымцев с 2 по человеку. Побывавший в 1588 году в России английский путешественник Джильс Флетчер пишет, что царь заботится, чтобы тамошние жители не имели оружия ни денег, для того налагает на них подати и обирает их, как только ему заблагорассудится, не оставляя им никаких средств сбросить себя или облегчить это иго. Доходило до открытого мошенничества. Удмурты, например, платили подати каждому русскому, приехавшему к ним в сапогах, из-за чего налоги приходилось уплачивать по 4 и более раз в год. Чувашские и татарские предания содержат рассказы о сборе ясака, во время которого у крестьян уводили последних животных, а их самих за недоимки подвергали телесным наказаниям, били розгами, обливали ледяной водой. Старались не отстать от русских чиновников в выбирании тяглового населения татарские служилые князья и мурзы. Они захватывали их земли и собирали в свою пользу украдом подати. Так князь Башканда, нарушив, противозаконно взымал с марийской волости нали-кукмар дорогильные пошлины и со свадеб куняшную пошлину. Успех крымцев, о котором мы говорили в выпуске номер 55, послужил сигналом к началу восстания в Поволжье. На эту взаимосвязь обратили внимание еще современники.
с сожжением Москвы Давлетгереем связывает начало восстания Генрих Штаден. Восстание, видимо, началось в декабре 1571 года во время мобилизации на Ливонский фронт и сбора ясака. 1 декабря царь послал в Казань людей с приказом собрать в Казани казанских князей, татар и Черемису и Мордву и привести их в Новгород для наступления против шведов. Размещенных в Поволжье 5-7 тысяч царских войск оказалось недостаточно не только для подавления восстания, но и для какого-либо серьезного противодействия ему. К лету 1572 года восстание стало неудержимо разрастаться во все стороны, в Нижнее Поволжье и Приуралье. Видимо, зимой и весной восставшие поставили под свой контроль большую часть территорий Среднего Поволжья и блокировали русские гарнизоны. За оружие взялись астраханские татары и нагайцы. Отряды повстанцев стали осуществлять набеги на Вятские, Пермские, Нижегородские и Костромские земли. Галицкий летописец сообщает о том, что 29 июня черемисы напали на городки Чухломского уезда, Суда и Павлуева. В одном из марийских преданий говорится о том, что марийцы под руководством Акмазика пошли и перерезали всех русских военачальников. На Каме действовал большой отряд повстанцев. Костяк его состоял из 40 черемис, к отряду примкнули татары, манси и башкиры. Строгановская летопись отмечает, что черемиса подговорившая остяков и башкирцев и буинцев множество. Восставшие нанесли существенный урон владениям Строгановых. Действия возле городков Канкора и Киргедана они убили 87 торговых лошадей и ватащиков. Генрих Штаден писал о восстании так. «Тогда поднялся народ обеих царств и отправился в страну великого князя, пожег множество незащищенных городов и увел с собой множество русских полонянников, не считая тех, которые были убиты насмерть». Марийцы в этом восстании играли ведущую роль и предпринимали весьма отдаленные походы. Например, имеются сведения о том, что они вместе с татарами и нагайцами принимали участие в блокаде Астрахани. Тактика повстанцев не претерпела существенных изменений. Ставка делалась на партизанских методах борьбы, засадах, уничтожении небольших отрядов противника, неожиданных набегах вглубь русских территорий и блокирования крепостей. Все пути были перерезаны восставшими. Как и прежде, они уклонялись от открытых сражений с крупными силами правительственных войск, не штурмовали городов и ограниченно действовали по рекам. Наряду со стихийностью в их действиях прослеживается организованность и скоординированность. Перед русским правительством и народом снова возник призрак возрождения Казанского ханства. В восстании 1571-74 годов причудливо переплелись освободительные и антифеодальные методы. Причем для луговых марийцев и татар восстание оставалось борьбой за возвращение свободы и независимости, тогда как население горной стороны выступало в первую очередь против феодальной эксплуатации. Различия в целях борьбы определили раскол движения на радикальное и умеренное крыло. Это предопределило в дальнейшем поражение восстания. Правительство заранее позаботилось о принятии необходимых мер. Города были укреплены, имели достаточный для длительной осады запас вооружения, боеприпасов и продовольствия, были усилены гарнизоны. Удержание крепостей на этот раз дало возможность подготовиться к подавлению восстания. Это же помогло удержать часть местного населения от участия в восстании. Важнейшей задачей было создание благоприятных для подавления восстания внешнеполитических условий. Наибольшую опасность представляли крымцы. Не дождавшийся обещаний передачи ему Астрахани, Давлет-Гирей летом 1572 года решил повторить сокрушительный поход на Москву. По словам Штадена, он был так уверен в своем успехе, что дал своим купцам и многим другим грамоту, чтобы ездили они со своими товарами в Казань и Астрахань и торговали там беспошлинно, ибо он царь и государь всея Руси. В своем сочинении Штаден излагает проект завоевания русского государства. Для него это казалось возможным, поэтому он предупреждает европейских монархов, что необходимо опередить крымского хана, который при помощи турецкого султана, нагайцев, татар и черемис рассчитывает захватить русскую землю. В конце июля 1572 года крымцы смогли прорваться за Оку, но в битве при Молодях потерпели серьезное поражение. Об этом событии
мы поговорим в будущих выпусках более подробно. Настойчивые требования отдать хану Казань и Астрахань Иван Грозный отвечал, что против России ныне одна сабля – Крым. А если отдадим ему завоеванное нами, тогда другая сабля будет Казанская земля, третья сабля – Астраханская, четвертая – Ногая. А только Литва не примирится, ино пятая сабля будет. Когда же была устранена угроза нападения сибирского хана Кучума, он захватил на Урале подвластную Строгановым область Тахчии и ликвидировал там их слободку. В Сибирь из Москвы был направлен с посольством Третьяк Чубуков, который дипломатическими методами сумел на некоторое время удержать хана от вторжения в русские земли. Это позволило незамедлительно приступить к подавлению восстания. В Приуралье из стрельцов, охочих людей, казаков и верных правительству хантов и манси были сформированы отряды, приступившие к операциям против восставших. При этом широко практиковалось переманивание повстанцев на свою сторону предоставлением амнистии, налоговых льгот и жалованием конфискованного у участников восстания имущества. Необходимо было посылать отряды войной, уходите и воевать наших изменников на Черемису и на Остяков, и на Ватяков, и на Ногай, которые нам изменили, от нас отложились. Из грамоты хорошо видно, что правительство настойчиво проводило политику по расколу повстанцев и привлечению их на свою сторону. Неоднократно указывалось на необходимость воевать только тех, которые нам изменили. С самого начала в состав карательных отрядов требовалось привлекать Остяков и Вагулич, которые нам примят. Тех же повстанцев, которые прекратили борьбу и приходят к своим товарищам, приказывайте, чтобы они от воров отстав нам примили. Если за ними уже была вина, запрещалось казнить и приказывалось оберегать их и даже пожаловать. Благодаря принятым мерам восстание в Приуралье вскоре было подавлено. Для подавления восстания в Среднем Поволжье была сформирована войсковая группа из 5 полков, которые собирались в Нижнем Новгороде и Муроме. Серьезность и значимость похода отмечалась записью в разрядах. В том походе боярам и воеводам быть без мест. Такие указания часто сопровождались разряды казанских походов, что было связано с трудностями предприятия и тем значением, которое правительство придавало событиям в Поволжье. С наступлением зимы 1572 года войска выступили в поход на изменников на Казанскую и Горную и Луговую Черемису. Когда войска пришли в Поволжье, к ним присоединились отряды местных гарнизонов, в составе которых имелись и оставшиеся лояльными царю представители нерусского населения, в том числе и глава Василий Яковлевич Кузьмин-Караваев во главе со служилыми татарами. Никаких подробностей зимнего похода источники не сохранили. Только в марийском фольклоре рассказывается о трагических событиях на Вятке и Шурме. В Шурме произошло сражение очень сильное, упорное. Марийцы оказались побежденными. Акмазик и его жена Унави были казнены. После подавления марийцев произошла поголовная резня. Во время похода Арск был превращен в крепость и стал опорой администрации на арской стороне. Охваченные восстанием районы подверглись опустошению, повстанцы вынуждены были бить челом государю о своих винах. На этом завершился первый этап Второй Черемисской войны. Он характеризовался наибольшим размахом и числом участников. В сентябре-октябре на рязанские места приходили крымские царевичи. В историографии имеется утверждение о том, что они хотели соединиться с восставшими. Ногайцы продолжали действовать против Астрахани. На помощь луговым марийцам прибыл ногайский отряд, возглавляемый Мурзами Ямгурчеем, Айшеркулом Абвызом, Иштарой Богатырем, Кудайгулом и Муллой Алеем. Летом 1573 года из Курмыша в Черемису было направлено войско из 3 полков численностью 8 тысяч человек. Его возглавили воеводы Туренин и Лобанов-Ростовский. Поход успеха не достиг. В декабре 1573 года аршанский староста Филон Кмита Чернобыльский, ссылаясь на сообщение своей шпионской агентуры в России, доносил польскому королю Генриху Валуа и литовским панам о разгроме наголову русского войска черемисами и о том, что повстанцы и нагайцы Казань дей за певни облегли.
Осенью польская агентура докладывала о подавлении восстания в Нижнем Поволжье и захвате русскими столицы Ногайской Орды Сарайчука. Вскоре был уничтожен и ногайский отряд, действовавший совместно с марийцами. Ногайцы были вынуждены отказаться от активной помощи повстанцам. После заключения перемирия на Западном фронте со шведами появилась возможность приступить к подавлению восстания в Поволжье. 6 сентября царь с царевичем приговорили, как даст Бог, на зиму быть и поход на Казанскую землю. Иван Грозный был тонким и прагматичным политиком и старался использовать в замерении края не только силу, но и дипломатию. Прежде чем отдать приказ о начале карательной акции, он отправил к повстанцам парламентариев спросить, что же думают они делать и хотят ли они быть у него в послушании или нет. Если они хотят быть ему послушными, то пусть захватит всех начальных людей, которые начали эту игру. А коли нет, он придет на них со всем своим войском и уничтожит их, и пусть они отпустят еще на свободу всех русских. Повстанцам, прекратившим сопротивление, объявлялась амнистия. В выданных правительством жалованных уставных грамотах обещалось упорядочить систему налогов и повинностей, устранить притеснение со стороны администрации служилых людей. Суд должен был вершиться безволокитно и беспошлино с обязательным участием выборных представителей от местного населения. Жителям также давалось право напрямую в обход местной администрации жаловаться царю на притеснение. Предложенные условия устроили умеренное крыло восставших. Горная и луговая Черемиса государю все добили челом за свою вину. В Муром поехав, и государях воевать не велел, и к шерти их бояре привели. Непримиримая же часть повстанцев, преимущественно луговые марийцы и татары, не сложили оружие, и еще в течение 1574 года предпринимали отчаянные попытки переломить ситуацию. Этому благоприятствовали возобновление военных действий на Западе и вторжение крымских татар и малых нагаев на Рязанскую Украину. В апреле 1074 на луговую сторону был совершен поход царских войск. В ходе этого похода был возведен город Кокшайск, дабы контролировать речные пути и марийские земли. На годование остались князья Палецкий и Наумов, которые охраняли строительство и завершали разгром повстанцев. Рядовые участники движения были амнистированы. Начальных же людей Иван Грозный приказал разорвать на согнутых деревьях, а иных посадить и на кол. Это было в назидание всей земле. Так завершилась Вторая Черемисская война, в которой плечом к плечу сражались марийцы, татары, удмурты, чуваши, манси, башкиры, нагайцы и другие народы. Однако, как известно, это еще не последнее слово повстанцев, о чем мы обязательно поговорим в будущих выпусках. Друзья, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и знакомьтесь с историей вместе с нами. Ассаламу алейкум, саубулгаз и до новых встреч. Пока.